Всем доброго дня суток, с вами Эльвира из Америки. Жапта порыли же погалами юлташлак тендандене Эльвира Америкагач. Мы в городе Лас-Вегас, уже очень-очень жарко. На заднем плане вы слышите, как кондиционер работает, поэтому извините, пожалуйста, за вот такие лишние звуки. Как я уже вам обещала, рассказать, как пришли мы к идее петь песню «Любимый взгляд» на русском языке, а на марийском это «Эннежел он чалтыш». И сегодня я обещанное делаю. В прошлом году, в феврале месяце, вышло интервью мое, и немного там у меня муж Джерри говорил. Потом это интервью мои подписчики, мои друзья услышали и, естественно, обратили внимание на голос моего мужа. И один из таких моих подписчиков, Вячеслав, он вышел с таким вот предложением моему мужу петь. Я ему тогда ответила, что мой муж никогда не пел. Впрочем, я слышала его голос, когда он поет, потому что голос, когда говоришь и когда человек поет, это совершенно разные голоса могут быть. Но дело в том, что я слышала в домашних условиях голос моего мужа, когда он поет, но на большую аудиторию он никогда не пел. Когда Слава вышел с предложением петь моему мужу, я немножко удивилась, и в конце концов вот мы пришли вот к идее. Слова Вячеслава нас как-то зацепило. Тем более, что Слава нам сам предложил эту песню. А мы, немного подумав, решили, как сказать, поэкспериментировать на самом деле, как это может у нас получиться. Когда мы как бы начали в самом начале вот работать, у меня муж, он сразу же сказал, а зачем нужно повторять снова на русском языке? А я ему, а на каком ты языке хочешь? Хочешь, чтобы мы перевели это на английский язык? Он говорит, нет. Говорит, давай мы споем это на марийском языке. То есть предложение петь на марийском языке, это было с его стороны. И он мне также сказал, что, говорит, ты вот возмущаешься тем, что у вас там в Республике Мариэл марийский язык не учат, плохое отношение. Говорит, давай уж сделаем, чтобы людям показать некоторый такой вот пример. Меня, конечно, эта идея очень сильно удивила, меня это очень сильно порадовало. Тут же я решила, как мы можем это сделать. Я снова связалась со Светланой Дмитриевной Архиповой, и она очень мило снова согласилась помочь мне с переводом. Причем сделала это очень-очень быстро. Получила я очень быстро уже переведенный текст, и, в общем, начали работать. Плюс он сказал, я не знаю ни русского языка, ни марийского языка, а говорит, мне какая разница, говорит, на каком языке ты будешь меня мучить. Я, говорит, буду делать то, что ты мне скажешь. Как ты мне скажешь, так я буду и делать. Для того, чтобы легче было нам работать, расписала я песню как бы на двух языках. На марийском языке только, знаете, разными буквами. Значит, мою партию на кириллице, а его партию на латинице, значит, на английскими буквами. Дальше мы продолжили, значит, учить слова и произношение. Если вы помните, у меня есть 3 видео, где у меня муж читает, значит, на марийском языке. Так вот, эти все 3 видео связаны с этой песней. То есть мы начали репетировать, и я всегда записывала вот это вот нашу практику. Мы с ним учили вот именно вот произношение слов. И я, конечно,
просила его делать как-то это только возможно близко. Я, конечно, понимала, вот точно так же, как для меня английский язык, он не родной, и для того, чтобы избавиться от акцента, это, знаете, очень-очень сильно нужно постараться. И если даже я тут проживу и еще там 50 лет, даже через 50 лет у меня этот акцент никуда не улетучится. Естественно, я то же самое понимала о том, что мой муж, как бы читая на марийском языке, у него все равно будет акцент. От этого акцента не избавиться, но я старалась так, чтобы, знаете, чтобы произношение у него было, знаете, близко, как только это возможно. Оксите шинчатан, эрели воктене, Metein erdeme. мемнан ю аралташ, эннежел ончалташ, улате воктене. Ylämoe ushane. Поэтому мы сделали, что могли мы сделать. То есть мы старались, и я, конечно, благодарю его за его усердие, за его старание. Огромнейшее ему спасибо. И, конечно же, я хочу поблагодарить Светлану Дмитриевну за работу. Мы репетировали везде. И, естественно, основное наше место работы – это в грузовике. Вот именно вот в таких вот условиях. Мы купили микрофон недорогой, он стоит всего лишь $15. Это был короткий роман любви моей. В общем, очень удобный микрофон, который я рекомендую. Иногда, конечно, мой муж уставал и находил отговорки всякие, что ему то нужно пить, то ему нужно покушать. Мне было, конечно, смешно. Наши репетиции проходили, они такие, знаете, в игровой форме, потому что как такового плана не было. Мы это делали для собственного удовольствия и старались делать все возможное, чтобы песня на самом деле получилась. Муж слушал Брянцева, я слушала мужа и где-то поправляла сама тоже. Также репетировала вместе с Ириной. У нас дома есть караоке-машина. И, конечно, репетировали эту песню дома, включая вот эту вот машину караоке. Заранее мы заказали, значит, студию Galdi Sound Production. Надо сказать, что уже не первый год я сотрудничаю с этими ребятами. Я очень счастлива. Это на самом деле люди высокопрофессиональные, и customer service очень на высоком уровне. Конечно, мы получили огромное удовольствие, работая в студии, записывая песню. Мы помогали друг другу, мы слушали друг друга. Работая над песней, мы открыли себя вот в каком-то в новом амплуа. Для нас, для обоих это было очень интересно, потому что муж у меня никогда раньше не пел, тем более на своем родном английском языке, а тут он поет, вот, знаете, на абсолютно таком вот чужом языке. Конечно, его родные и близкие очень сильно удивились после того, как мы им послали работу. А после записи, естественно, я всегда выпускаю видео, и я, как говорится, сам себе режиссер. Уже по песне я, значит, в голове своей записала некоторую такую сценарию, что там должно быть, что я могу сделать. Поначалу я хотела попросить там молодых людей обыграть вот эти вот все сценки, а потом я отказалась от этой идеи приглашать кого-то и сказала мужу, я говорю, давай, поехали, значит, на пляж, который, в общем-то, недалеко, только час езды, находится от Талахаси. И мы поехали и, в общем-то, сделали вот эти вот некоторые видеосъемки. И
приехав домой, я сама все это откорректировала, где надо убрала, где надо прибавила, как говорится. В общем, все видео это я сама лично собрала. За 2,5 года, можно сказать, все-таки имея YouTube-канал, работая над своими этими видео, я очень многому научилась. И, конечно, подытоживая всю нашу работу, я хочу поблагодарить Вячеслава за идею петь мне вместе с мужем. Слава, спасибо вам большое, огромнейшее. Я хочу сказать, что я вообще очень счастлива, что мои подписчики, они уже стали вот частью моей жизни. Очень многие открываются настолько глубоко и стараются поддержать меня и нас теперь, что для меня очень-очень важно. Я, знаете, приобрела очень много хороших друзей. Слава, если бы не вы, этого бы не было. Поэтому я очень ценю. Мы моткочу таклем тендан тиде шономаждам те каласен улда и тендан шономаштам мы илышышка пуртен кертен улана. Моткочу кугутао и тек таландат юма и лаштат полша. Мы ценим всех, кто вот нас поддержал и помогал. И вы знаете, после того, как песня вышла, значит, получила очень много добрых отзывов. И люди спрашивают, когда следующая песня. Естественно, не могу сказать, когда это будет следующая песня, на каком это языке следующая песня прозвучит. Но у меня муж уже сказал мне, говорит, Марла, только Марла. Я говорю, да ты что? Я говорю, ну ты молодец, слушай-ка. Я говорю, совсем Мария идем или нет, мы не парля. За все это долгое время у меня уже количество подписчиков растет на моем YouTube-канале. И, конечно же, я приветствую своих новых подписчиков. Hello everyone, and thank you very much for being with me. If you guys have questions, please ask me. And sometimes just very hard for me to speak in 3 different languages. Yeah, in English and Russian, по-русски. Это как Марла. So if you have questions, please let me know. I'll be happy to answer for all your questions. Thank you for all your support. I truly appreciate everything. Некоторые здесь в Америке, именно вот наши мариэльцы, они уже живут так долго, что они забыли наш родной язык. Мария Монденунат и Нуна Шуканже, моим мланым колосатаум, что мой YouTube канал Гочен, мой нунлан шарнактарем нунен пора жапаштем кунам нуна Еленат, Мариэльште, Пашамаштенет, Пушканат, Ачаштем, Аваштем Шарнат. И, кстати говоря, кто вот имеет своих маленьких детей, они именно вот дают наши песни слушать. Говорит, мы знаем песню, как бы ты, говорит, это даже, говорит, хорошо, что вы, говорит, поете на марийском языке. Говорит, мы знаем, говорит, песню на русском языке и даем, говорит, твою песню на марийском языке. И таким образом, говорит, наши дети учат вот оба языка. Поэтому я счастлива, что я могу быть полезна, и мне в этом помогает мой муж. Thank you very much. Конечно, работая над песней, мы оба поняли, что если есть желание, возможно все, что угодно. Вот он никогда не пел, и вдруг он запел. Он никогда не знал этого языка, но встретив меня, он заинтересовался новой культурой и начал учить и начал петь вместе со мной на моем родном марийском языке. То есть было бы желание, возможно, все что угодно. Любить друг друга, уважать друг друга, жить и радоваться, все это только зависит от нас.
Прежде всего, конечно, я благодарю Господа Бога за все, что произошло. В моей жизни встретился человек, который поддерживает меня во всех моих делах. Позвольте мне поблагодарить вас всех за очень такие добрые слова, которые вот нас на самом деле вдохновляют на что-то еще интересное в будущем. Я серьезно отношусь к работе. Для меня всегда как бы качество важнее, чем количество, хотя я пришла через количество к качеству. Даже когда вот Слава просил, ну когда же вы наконец-то выпустите песню, я говорю, Слава, подожди немножечко, я не хочу халтуру гонять, для меня очень важно это вот качество. Я благодарю абсолютно всех, и, конечно же, я не могу сказать спасибо нашему звукоинженеру мистеру С. Mr. S, thank you very much. So I again enjoy working with you, and this time not only I enjoyed, my husband and I, we both enjoyed working with you. Хочу сказать, что вот именно у меня есть такие подписчики вместе со Славиком, которые вот на самом деле дают хорошие советы, знаете, конструктивные, которые помогают идти вперед. И это не критика такая, которая, знаете, иногда встречается критика от зависти, и я это очень сильно чувствую, я это вижу, я это слышу. А это помощь такая, совет такой. Люди, они на самом деле вот помогают своими советами, и я это ценю, потому что совет этот от души, от сердца, и доброту, добрые слова я очень хорошо слышу. Я от всей души благодарю снова и снова абсолютно всех авторов этой песни, тех, которые мне помогали, чтобы эта песня зазвучала, своего мужа и всех вас, мои хорошие. Спасибо вам большое, и дай Бог нам всем здоровья и счастья и мудрости жить сегодня в наше нелегкое время. Это все возможно, лишь бы нам всем хватило вот ума, и чтобы мы могли нашу жизнь делать ярче и лучше. Добрых вам дней, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на мой YouTube канал, кто еще не подписался. Распространяйте мое видео, значит, нажимайте на знак с большим пальчиком. Будьте здоровы и счастливы, пусть у вас все будет хорошо. С вами была Эльвира из Америки. Pagalama yoltaşlak шкеман видеом кошартем, ише икана тауштем чиландамат, кажнажен поромучем май аклаем. Идамонда Kugu parня палам тендалаш видеом шараш моен YouTube каналышко возалташ юмадена парляилыза тажада пиалан лиза тенданде лиен Эльвира Америка гыч.